Еще раз добрый день, Айгуля, спасибо вам большое, что вы пришли к нам в прямой эфир. Айгуля, скажите, пожалуйста, вот у нас сейчас проходит марафон Супер Я, и на базе новой продукции FitXS. И у многих марафонщиков есть определенный вопрос. И вот сейчас один из вопросов я хочу озвучить. Люди спрашивают, можно ли 3 или 4 раза в день употреблять FitXS вместо обычного приема пищи? Смотрите, сейчас лето, жарко, да? Такой необходимости нету. Люди перекусывают фруктами, овощами, сезонными салатами, теми же огурцами, да? И даже арбузный сезон начался. А FitXS, вот если вы завтракаете, потом между завтраком и обедом у вас перекус, между обедом и ужином перекус, а ужин можно попозже сделать, за 3 часа до сна, принять FitXS, и он плотно стоит в желудке, чувства голода практически не должно быть. Я думаю, что я ответила на ваш вопрос. Так, то есть, смотрите, теперь следующий вопрос. Многие люди, которые сейчас проходят FitXS, их очень сильно мучают головные боли. Им важна причина и как от этого избавиться. Причина головных болей – дело в том, что шлаки не успевают выйти естественным путем, потому что это все равно туда входит очистительная программа FitXS. И надо будет, чтобы количество воды в 5 утра увеличили. То есть, кто литр пил, вообще 2 литра, я сказала, кто-то говорит, только литр пью. То есть 2 литра стабильно. Если 2 литров оказывается мало, значит поднять до 3 литров. Сейчас время жаркое, через кожу, поры и выдох мы много воды теряем, но при этом не балансируется, не промывается, не успевает выйти через почки естественным путем. Но это, конечно, все будет бить по печени. Именно переднее полушарие головы, все, что давящие боли височно, это напрямую связано с интоксикацией, которой печень не справляется. И впоследствии у людей давление там скачет, поднимается, да? То есть нужно просто увеличить количество воды в 5 утра. Подчеркнем это. И в течение дня, да? И в течение, нет, именно в 5 утра. Кто утром в 5 попил хорошее количество воды, он комфортно чувствует себя целый день. Это уже наработки. Спасибо большое. Следующий вопрос. Люди переживают, что когда они перестанут употреблять FitXS, закончится марафон, не вернется ли к ним вес обратно? Очень правильный, актуальный вопрос. Почему? Потому что люди, потеряв такое количество веса, да, быстро могут набрать, если не будут соблюдать биологическое времени и вот эту зарядку. Например, если они обедали только... если они только обедали, а тут присоединяется жирный ужин после FitXS, рекомендации остаются те же, чтобы поздно не ужинать, в 5 утра соблюдать водный баланс, зарядку на раскрытие меридианов делать, и вес будет держаться. Если человек после FitXS марафона не будет поздно ужинать, соблюдать биологическое время и 5-часовой утренний водный баланс, у него вес не прибавится, это гарантия. Но если человек, как говорится, срывается и на ночь кушает, то, конечно, мы ничего не можем гарантировать. С них железно-бетонная дисциплина, с нас 100% результаты. Мы гарантируем это. Спасибо. То есть, значит, никакого ночного дожора, да? Да. Ага. Все. Так, следующий вопрос. Многие люди употребляют FitXS, но не хотят заниматься спортом. И спрашивают, а можно ли без спорта, без ходьбы, без движения вообще сбросить вес только за счет FitXS? Мы таким людям не можем помочь, сразу говорю. Элементарная зарядка на раскрытие меридианов, которая занимает всего 22 минуты в 5 утра, и желательно 2 раза подряд сделать, кто скидывает, да? Ну, я считаю, что это ничего страшного. А при правильном образе жизни, то в 7 вечера еще повторить, продуплицировать, то, конечно, это самое, мы им гарантируем результат без движения, без раскрытия меридианов, без простукивания этих, значит, путей желчных. То, честно, без движения – это жизнь, согласитесь? То есть, как минимум, ходить, делать зарядку по раскрытию меридианов? Да. Это как минимум. Это ничем не занимаясь, просто сделать в комнатном порядке, не отходя от своей кровати, простую элементарную гимнастику для раскрытия меридианов. По-моему, это несложно. Главное, бесплатно. Потом, смотрите, у нас есть такое, что сейчас уже у многих людей идут результаты. Кто-то 1,5 килограмма теряет, кто-то 800 грамм, кто-то 2 килограмма. Но есть люди, у которых вес все еще стоит, они не худеют, они переживают. Почему одни худеют, а вот я еще пока не худею, хотя всего сегодня 4-й день марафона.
Знаете что? Дело в том, кто не сбрасывает весе, это серьезная проблема поджелудочной железы, где вырабатывается, скажем так, недостаточное количество инсулина, да? А инсулин как у нас вырабатывается? На единицу инсулина требуется 3600 химических реакций. Это на фоне наших элементов. Это говорит о том, что им надо добавить спирулинчику в 7 утра. Спирулинчик добавить, восстановить поджелудочную и кушать на фоне чая не по одному пакетику, даже вот в обед он кушает, а 2-3 пакетика на кружечку, разрывая вместе со взвесью, и тогда у них процесс пойдет быстрее. Это причина именно эндокринологии, гормонального сбоя за счет нехватки инсулина. И поэтому надпочечники не дают команду выводить лишнюю жидкость. То есть у них отеки. У них не вес, у них в основном отеки, которые стабильно стоят. И чтобы убрать отеки, 5-часовую воду надо и по количеству, и по качеству увеличить. 2 литра тепло-горячий, 60 градусов. Ну, кипяток, но такой приятный кипяток, да? Вы меня поняли? Я считаю, что я ответила. Ну и потом еще, наверное, не надо сравнивать организм одного человека с организмом другого человека. Да? Кто-то очень быстро реагирует, быстро худеет. То есть у каждого же организм индивидуальный. Иньский и яньский идет, вы правильно говорите. И поэтому на иньский организм нужно и терпение, и количество 5-часовой воды по качеству улучшить, и зарядку на раскрытие меридианов тоже. Угу. Понятно, все, спасибо. Ну, я думаю, что это основные вопросы, которые очень часто задают участники марафона. Ну и, Айгуля, в завершении, что бы вы могли порекомендовать участникам марафона? Какие у вас есть к ним наработки? Ценные советы? Ну, ценные советы. Девочки, самое главное, все на позитиве, состоянии благодарения. Это главное. Поэтому Джо Витали, я слушаю, я знаю, это никогда не будет работать. То есть это дело практики. Практикуйте в процессе всего марафона в 5 утра, когда вы пьете воду, и заряжайте себя состоянием благодарения. Қазақша айтқанда шексіз шүкір. И вот тогда у человека идут правильный процесс обмена на клеточном уровне. Я думаю, тоже помогла. Спасибо вам большое за встречу. Хорошего вам дня.